Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем наши лекции по 30-му джузу. И сегодня, иншаллах, мы продолжим говорить о суре Фаджр. До этого у нас два урока было, и мы там разговаривали с вами о клятвах Аллаха Субханаху ва Тааля, которые были по отношению к народам, и которых Аллах наказал. Это если племена Ад, Самуд, и также это был фараон. То есть Аллах Субханаху ва Тааля поклялся и показал, то есть какая участь может их ждать. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля нам указал сущность такого раба, который забыл своего Господа. И Аллах Субханаху ва Тааля дал ему блага этого мира, но он, к сожалению, забыл своей цели. Он забыл про других и думал только об этом мире. И, иншаллах, сегодня мы с вами поговорим с 21 аята суры Фаджр, где Аллах Субханаху ва Тааля описывает судный день. И также, что ждет человека, который верующий. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, калла иза дуккатил арду даккан дакка». Аллах Субханаху ва Тааля здесь начинает и говорит: но нет. То есть человек, который жил беспечно, без цели, неужели вот эта жизнь так же и пройдет? Неужели он ни за что не будет отвечать за свои слова или же дела, за те пропущенные приказы? Нет. Еще раз нет. Аллах Субханаху ва Тааля за каждую вещь с нас спросит. И каждый из нас будет отвечать перед Аллахом Субханаху ва Тааля в судный день. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит, когда земля превратится в пыль. Если сейчас посмотреть на нашу землю, то там есть и горы, и щели, но судный день, когда он начнется, эта земля превратится в равнину. Не будет ничего, ни гор, ни каких-то ям, ничего не будет. Будет равнина. И Аллах Субханаху ва Тааля всех людей от Адама до последнего человека соберет для расчета. Если посмотреть на нас, на нашу жизнь, многие забывают об этом, об расчете. Почему? Потому что его сердце связано с этим миром. Он заботится об этом мире и думает только об этом. И как мы уже знаем, если человек стремится к этому, то Аллах Субханаху ва Тааля ему будет добавлять забот. Но если же он будет вспоминать про судный день, готовиться к встрече с ним, то Аллах Субханаху ва Тааля, конечно же, ему облегчит. Но здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит о тех, кто забыл. Или же те, кто говорит, а кто оттуда вернулся? Таких тоже очень много. И это очень страшные слова. Почему? Потому что это указывает на то, что человек не верит в то, что судный день будет. А вера в судный день, это является одним из столпов имана. И если человек не то, что не верит в судный день,
если он не будет верить даже в один из составных судного дня, пусть будут это весы или же книга, то уже это является куфром, неверием. Из-за этого человек должен опасаться этого и этих слов. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. И твой Господь придет на судный день, чтобы начать его. То есть мы знаем, когда Аллах Субханаху ва Тааля прикажет, и все люди, они выйдут из своих могил и соберутся в одном месте, то люди начнут ходить. Они подойдут к Адаму, алейхиссалям, к Мусе, к Аисе, и будут просить: попроси Аллаха, чтобы начался судный день. И когда они подойдут к нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и он попросит у Аллаха, чтобы начался судный день, вот тогда Аллах придет и начнет свой суд. Самый справедливый, самый точный. И в этот день не будет упущено ничего. И также придут ангелы. А сколько их? Очень много. Как мы знаем, в одном из хадисов, то, что на 7 небе есть дом, в котором каждый день молятся 70 тысяч ангелов, и после того, как они оттуда уйдут, больше никогда туда не возвращаются. А сколько дней прошло? Не знаем. Сколько еще будет? Не знаем. Но ангелы, они тоже придут. И они окружат всех людей, и начнется судный день. Не зря Аллах Субханаху ва Тааля в суре Фатиха в 3 аяте напоминает нам 17 раз как минимум о судном дне. Почему? Чтобы мы всегда помнили, готовились к этому. Потому что если сейчас мы не начнем готовиться, то потом уже будет поздно. Из-за этого на нас лежит очень большая ответственность и задача. С каким багажом мы вернемся к Аллаху? Как мы его встретим? А когда мы его встретим? Никто не знает. Через час? Завтра? Может быть, через месяц? А может, пройдут и года? Но сколько мы приготовили? Что у нас есть? Вот об этом мы должны задуматься. И Аллах Субханаху ва Тааля призывает нас. Он не угрожает нам. Он нам напоминает. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. И также приведут в этот день ад. Пусть Аллах упасет нас от этого пристанища. Как пришло в хадисе, в Сахихе Муслиме, то, что в судный день приведут ад, у которого будут 70 тысяч поводьев. И за каждый повод будут держать 70 тысяч ангелов. Какой он, этот ад? И Аллах Субханаху ва Тааля нам напоминает, для чего? Потому что именно дровами ада будут что? Как пришло в суре Бакара, камни и люди. Из-за этого
мы должны задуматься. Аллах Субханаху ва Тааля, не будет ли именно нами топить этот огонь? И как пришло в суре Ан-Ниса, то, что Аллах Субханаху ва Тааля скажет, то, что когда будет сгорать кожа, мясо, то Аллах Субханаху ва Тааля будет заменять новым. Для чего? Чтобы каждый человек, который не подчинился приказам и который отвернулся от знамений, почувствовал это наказание. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. И вот когда человек увидит ад, и он что скажет? Он вспомнит слова посланников. Но сейчас, вот в этот момент, какую он пользу принесет себе? Абсолютно никакую. Почему? Потому что уже поздно. Мы знаем, как пришло в хадисе, тауба, прощение грехов принимается до 2 случаев. Первое, это когда душа человека уже дойдет до глотки, гаргара. И второе, когда солнце выйдет не как обычно с востока на запад, а с запада. Вот в тех случаях уже прощение грехов не принимается. До этого момента мы еще можем, и у нас еще есть время. Но главное, чтобы не было поздно. И Аллах Субханаху ва Тааля нам напоминает, вот когда человек увидит, вспомним фараона, который сказал то, что он Господь миров. Но когда даже он увидел то, что все, что он сделал? Он сделал саджда. Он унизил себя. Он знал. Но помогло ли это ему? Конечно же нет. Почему? Потому что он видел то, что все, конец. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля создал нас разумными. Мы можем размышлять, мы можем сравнивать, смотреть, задумываться. Из-за этого мы должны воспользоваться этим и готовиться к встрече с Аллахом. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Якулу я лайтани каддамту ли хаяти». Потом человек скажет: лучше бы я заранее позаботился о своей жизни. Сегодня мы стремимся купить хорошую машину, купить квартиру, хорошо одеваться, вкусно кушать. Об этом мы заботимся. Почему? Потому что мы этим живем. Но человек скажет: лучше бы я позаботился об следующей жизни. Если человек был верующим, то он будет думать: почему же я не совершил еще больше благих дел? Почему же я так мало читал Коран, совершал благих дел, давал мало садака? Он будет сожалеть об этом. И, конечно же, грешник, он будет сожалеть: зачем же я не задумался, не внял напоминанию людей, то, что судный день он будет, это истина, и то, что к нему надо готовиться.
Из-за этого мы должны в этом мире жить, строить планы, стремиться, но также не забывать об ахирате. Почему? Потому что, когда человек начинает думать только об этом мире, он забывает ахират. Его уже не волнует, что там будет, в какую руку он получит свою книгу, как он пройдет сират, как он будет воскрешен. Об этом он не задумывается. Почему? Потому что все его сердце, не разум, а именно сердце, занято мирскими благами. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. В тот день никто не накажет так, как наказывает Он, то есть Аллах Субханаху ва Тааля. Самое мучительное наказание будет у Него. И человек, который здесь, в этом мире, может быть, страдал, мучился, да, для него вот эти страдания, мучения окажутся очень легкими по сравнению с судным днем. Почему? Потому что здесь человек, он может ослушаться начальника или может переступить закон. Это все существа, которые Аллах Субханаху ва Тааля создал. А когда человек переступает законы Аллаха, ослушивается, вот тогда Аллах наказывает его тем, чем он заслужил. Из-за этого пусть каждый из нас задумается, взвесит. И, конечно же, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал, попросит прощения. Почему? Потому что даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он просил, как пришло в риваятах, от 70 до 100 раз просил прощения у Аллаха. А мы, пусть каждый посчитает, сколько раз просим. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. И Он, то есть Аллах Субханаху ва Тааля, наложит такие оковы, какие никто не накладывает. И как пришло в другой суре, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна а'тадна лиль-кафирина саласила ва агhlaла ва са'ира». То есть в суре Инсан, в 4 аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя. То есть здесь Аллах Субханаху ва Тааля напоминает нам, что ждет человека, если он не будет поклоняться. Если он будет переступать границы. И когда разумный человек, когда ему привели доводы, и он все равно начинает совершать греховные поступки, то что еще ему надо? Как ему еще доказать? Из-за этого мы всегда должны просить у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он нас укрепил, чтобы Он принял наше поклонение. Почему? Потому что кто-то, может быть, поклоняется, но он возгордился, то, что я читаю намаз, пощусь, а там есть люди, которые не постятся, я попаду в рай, а вот они... И мы не знаем этого. Аллах Субханаху ва Тааля знает. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа: «Я мукаллиб аль-кулуб». О переворачивающий сердца.
«Тhabбит кальби аля диник». Укрепи мое сердце на твоей религии. То есть мы должны просить твердость на нашей религии. Почему? Потому что вокруг нас столько соблазна. Куда ни посмотри, куда ни шагни, везде человек может оступиться, подскользнуться. Если Аллах Субханаху ва Тааля нас не укрепит, то кто? Больше никого. Из-за этого мы делаем причины, а уже результат от Аллаха. И после того, как Аллах Субханаху ва Тааля напомнил о судном дне, какой он будет, что ждет человека, который забыл своего Господа, потом Аллах Субханаху ва Тааля напоминает и говорит о награде тех, кто поклонялся, всецело отдался поклонению Аллаху Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я айятухан нафсуль мутмаинна». О душа, обретшая покой. То есть это обращение каждому из нас. То есть человек, который поклоняется единственному Аллаху, когда он совершил какое-либо благое дело, у него душа должна радоваться. Говорит: «Альхамдулилля». Или вспомните, как когда в школе человек получает оценку, 5, 4, или то, что он сдал экзамен, или, может быть, на работе его похвалили. То есть человек начинает радоваться. И также в поклонении. Когда мы ощущаем радость, спокойствие, это знак того, что наше поклонение принято. А если нет? Если мы ничего не ощущаем, тогда что? Вот тогда каждый из нас должен задуматься. А почему я ничего не ощущаю? Где спокойствие? И альхамдулилля, когда наступает время молитвы, и мы уже ни о чем не можем думать, только где бы прочитать намаз. Вот это, альхамдулилля, очень хорошее состояние души. То, что человек переживает, а кто-то к этому относится очень легко. И здесь уже мы должны задуматься, а не испытывает ли меня Аллах Субханаху ва Тааля. И мы должны бояться то, что Аллах Субханаху ва Тааля дал нам самое большое богатство, самое ценное богатство, и это иман. И не дай Аллах, мы это можем потерять. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля говорит нам: о душа, которая находится в покое. Ирджи'и иля раббики радиятан мардiyya. Вернись к своему Господу. То есть каждый из нас вернется к Аллаху. Каждый из нас вкусит смерть. Но в каком состоянии? Вот что самое важное. Не важно где, в каком возрасте, а важно, в каком состоянии мы будем находиться. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, какими мы должны быть, какой должна быть душа, удовлетворенной собой и снискавшей довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот что самое главное. Наша основная цель жизни – это довольство Аллаха. Иногда бывает, человек стремится к довольству начальника или каких-либо людей, или в Инстаграме он стремится получить лайки.
Но в конечном итоге ничего не поможет. И он останется ни с чем. Но если же человек стремится к довольству Аллаха, тогда Аллах Субханаху ва Тааля его в этом мире возвеличит. И также Он его возвеличит в ахирате. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фадхули фи ибади, вадхули джаннати». То есть Аллах Субханаху ва Тааля говорит: войди в круг моих рабов и войди в мой рай. Из-за этого, чтобы мы попали в рай, куда мы стремимся, чтобы достичь довольства Аллаха, давайте заглянем в нашу душу, в наше сердце, в каком оно состоянии, в каком оно положении, спокойно ли оно, о чем наше сердце думает, волнуется, переживает. И после каждого поклонения, что в нашем сердце изменяется? Если мы находим довольство, успокоение, то тогда да, мы можем спать спокойно. Но если же мы ничего не ощущаем, то тогда надо задуматься, почему так происходит, и введет ли меня Аллах Субханаху ва Тааля в рай. Почему? Потому что мы должны обезопасить себя, наши души и наши семьи. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля в суре Бакара что сказал? Защитите себя и ваши семьи от адского наказания. Вот что самое главное. Если мы будем об этом помнить, готовиться к встрече, то тогда, иншаллах, мы добьемся успеха. Но если же мы будем переживать только за эту дунью и будем забывать об ахирате, то тогда в конце, не дай Аллах, пусть Аллах убережет нас от этого, мы можем оказаться в убытке. Субханаллах бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله